Мир Божий, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Очень рад, что могу здесь стоять перед Богом и перед вами и говорить Слово. Слово сегодня полным-полно, да? Не то, что раньше, в 90-е годы, когда еще только Советский Союз распался, мы приняли Евангелие, да? То есть большинство из нас, может быть, и не слышали нигде. И двери открылись, и все, кому не лень, миссионеры приехали и проповедовали, и были полные залы, да, как во времена, может быть, после воскресения Иисуса Христа, когда Петр проповедовал: «Покайтесь», да, и люди каялись тысячами. Но вопрос, были ли потом эти тысячи до конца верны Богу, были ли не спасены или ушли по другим церквям, по другим течениям. И сегодня я хотел бы поговорить на тему спасения. И тут недавно проповедовали, говорили, просто свидетельствовали о том, что моя жизнь боевик, моя жизнь триллер, моя жизнь хоррор, а у кого-то, может, и мелодрама. Но я думаю, каждый, кто из нас здесь сидит, что-то в жизни испытал. Не просто так мы здесь сидим. И для меня, я вот анализировал, смотрел, думал, я думаю, что наша жизнь каждого человека, она помещена в центр океана. То есть нас как будто забросили, как в каком-то фильме. Мы открыли свои глаза, и шторм, бушующие волны, и мы не знаем даже, куда плыть, что делать в этой жизни. И я вам скажу, если вы кинете такому человеку спасательный круг, это все равно, что лучше бы, пусть он раньше умер. Потому что вы знаете, какой океан большой. Либо его там сожрут, акулы, рыбы, либо он от обезвоживания погибнет. Да? Ну, не доплывет он. Что ему нужно? Ему нужно, чтобы его кто-то вытащил хотя бы на корабль, да? Оказал ему помощь. И вот я считаю, что главная цель нашего корабля, нашей церкви — это спасение душ. Мы не просто так выехали на рыбалочку, мы не просто так выехали позагорать на крутой яхте, да? Мы едем в поисках этих пропавших душ. А думать еще и о себе приходится, да? И вот давайте откроем 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. Там апостол Павел пишет Тимофею, молодому юноше, служителю Божьему: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Давайте еще раз вместе, потому что я думаю, иногда надо по 2 раза, по 3 повторять, чтобы что-то доходило до нас. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Может быть, на то время было все гораздо проще. Тимофей знал только учение Павла, а Павел говорил о учении Христа, как он понимает. Сегодня у нас куча учений, и мы не знаем, кого слушать. И это вопрос. Конечно, мы понимаем, что надо обращаться к Писанию, но православный вам скажет: ты не сможешь понимать Писание, читая святых отцов. Но кто может понимать святых отцов? Святые отцы тоже немного, каждый по-разному трактует. И там можно
старославянский читать, там можно, заблудиться можно. Католики скажут, что мы только, у нас Папа Римский, вот самый главный, он наместник на земле. Кого слушать? Может быть, мы тоже. Про нас скажут, вы секта, вы просто заблудились, бедные, вам пора в церковь настоящую. Но где настоящая церковь, где настоящее учение о спасении? Как же нам спастись? Горе я, да? Горе мне, если я не спасусь. Ведь это главная, наверное, проблема. Потому что мы умираем, мы все знаем, что мы умрем однажды, и будет суд. И представьте, ты все делал, говорил там все правильно, как написано, исцелял там все, да? А Иисус скажет, не знаю вас. Помните этот стих, да? Я не буду его зачитывать. У меня сегодня будет много стихов, но я не буду останавливаться долго, я не буду вам трактовать. Я прошу Духа Святого открывать вам Писание. И поэтому я хочу немножко коснуться важных сторон спасения. Но для начала давайте хотя бы дадим какие-то маломальские определения. Что такое даже вот спасение? Слово спасение с греческого, там корень, вот сотерия, корень со, это означает целый, цельность. В глобальном смысле мы как бы исцеляемся. Вот, может быть, кто-то сегодня хотел подумать, я болею, а мне о спасении тема как-то не близка. Но тема спасения, она, допустим, спасение от греха, спасение от болезни, да, спасение от рабства, от любого, слово это спасение подходит, от любой проблемы. Так что вы сегодня на нужном месте, и я думаю, что Дух Святой будет говорить вам. Что такое грех? Это вот главная проблема человека. Грех. Греческое слово «амартия» означает промах, непопадание в цель. Из этого можно понять, что сущность греха – это отклонение от правильного пути. И что интересно, говорят евреи, евреи всегда интересны, да, у них размышления такие. Давайте 2 раза это прочитаем. Грешник – это не только тот, кто сделал запретное, но и тот, который уклонился от того действия, которое должен был совершить. Давайте еще раз. Грешник – это не только тот, кто сделал запретное, это понятно, да? Допустим, не кради. Я не краду. А есть еще вещи, которые надо сделать. Какие вещи надо сделать? Вот Николай Александрович, наверное, знает, он часто что-то делает. Николай Александрович, скажи нам, что надо делать? По методике что-то делать? А то мы только не. А? Почитать родителей, да. Прийти, допустим, к родителям, помочь. Но я же к ним плохо не отношусь. Я же хорошо живу. И так далее. Так много, да? Но коротко, история грехопадения. Мы все знаем, но кто-то не знает, может быть, кто смотрит. Адам и Ева, да? Мы читаем это в Бытие. Значит, змей обманул Еву, они вместе нарушили Божью заповедь, да, не ешь с дерева, впали в грех. Грех это и есть непослушание, да. В итоге стали что? Терпеть различные скорби, да, умирать, болеть. Что еще? Ну, все трудности жизни пошли, да, все в поте лица работать. Вот. И мы сегодня, вольно-невольно мы родились, и этот грех Адама, этот первородный грех, он передается, как по генетике сказать, или как он передается в нас. То есть хочешь, не хочешь, а ребенок такой миленький, а потом что-нибудь уже начинает грешить, как-то пакостить. Итак,
Давайте подчеркнем, значит, история грехопадения мы поняли, да? И что делает Бог? Бог продолжает нас любить, продолжает думать и строить какой-то план, как нас вернуть, чтобы избавить нас от этих грехов, чтобы мы меньше там болели, чтобы мы однажды воскресли там, да, однажды мы получили вечную жизнь. Мы это тоже приняли и поняли, что Бог этого хочет. И пришла полнота времени, и мы читаем Иоанна 3,16 наизусть, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы все знаем этот стих очень хорошо, и мы приняли, мы поверили в Иисуса Христа, да? И это вот самая первая сторона, что нужно поверить, найдет ли Сын Божий веру на земле, да? Вера, должна появиться вера. Я сейчас вам потом на практике докажу это. То есть спасение – это не просто избавление от греха, но это вечная жизнь с Богом. То есть Господь нам не просто спасает от греха, а дает нам вечную жизнь еще с самим собой. И мы принимаем на веру, что написано в Деянии 4 главе 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И мы знаем, какое это имя. Имя Иисус. Но Иисус – это, вы знаете, что это имя греческое, да? А по-еврейски это было Иешуа. Я не до конца там изучил, откуда вообще буква «С» в слове Иисус, потому что им же нужно было с еврейского заменить на греческий, и это было бы Ишу. Но вот, допустим, есть же, я так понимаю, может быть, это не совсем правильно так понимать. Есть же вот всякие, допустим, вот там литовские языки, да, и у них на букву «С» все заканчивается. Вот в греческом где-то примерно так же букву «С» добавили. То есть, когда мы говорим «Иисус», это не совсем то имя, которое было. И, может быть, даже Иешуа неправильно мы произносим. И вот это слово Иешуа, Ие, вот это корень Яхве, Бог, а Шуа – это спасение. И, то есть, мы, когда говорим Иисус, мы подразумеваем Иешуа, Бог спасение. Мы приняли на веру, что Иисус – Бог спасения. Теперь давайте посмотрим, что нам делать, чтобы спастись. Что нам делать? Во-первых, мы уже сказали, надо верить. Да? Что такое вера? Вера, опять же, с греческого. У нас все с греческого. В то время, я так сделал такую параллель, вот представьте, большая империя римская, да, это как вот Российская империя была, да, такая большая, гигантская. И вот в коми-народе родился Иисус. Маленький коми-народ, а на коми мало кто понимает в России, да? И вот им нужно было, коми-людям, чтобы донести эту весть, перевести на этот могучий русский язык. И не все так правильно, все переводится, да? Не все так, вот переводчики подскажут, что не так все, нужно придумать это все. И им нужно было заменить каждое слово. Каждое слово на иврите вот, или арамейском тогда, как им надо было заменить на греческий. И это не так просто. Поэтому мы читаем с греческого. И надеемся, нам Господь Духом Святым приоткроет понимание, главное понимание. Значит, с греческого означает вера, убеждение, доверие, надежность. Дети доверяют родителям.
Они не знают всех правил жизни, они родились, и как родители что-то говорят, они им верят, да? Вот и так же нам сказали про Иисуса Христа, мы даже еще ничего не узнали, а мы уже поверили, как маленькие дети. Помните, темничный страж, это в Деянии 16 главе написано, можете не открывать. Темничный страж подбежал в трепете к апостолу Павлу и Силе, по-моему, да? Что мне делать, чтобы мне спастись, он сказал. Что мне делать, чтобы мне спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Вот мы многие поверили в Господа, да? Многие здесь по многу лет. И не у всех спасся кто-то, не у всех спасся, да? И весь дом твой не спасся. Я верил, я уже больше 30 лет верю, и мои родители до сих пор не спасены, да? Но я верю, я молюсь, я до конца верю. Но все ли спаслись, как я уже говорил, когда Петр проповедовал, да? Или когда Иисус проповедовал? Римлянам 10 глава, 9 стих, давайте посмотрим. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Здесь ничего не надо объяснять, ничего толковать. Если ты говоришь, что Иисус мой Господь, не стесняешься, не боишься, да, этого, рассказываешь, я верю в Иисуса Христа, и причем ты это в сердце веришь по-настоящему, то ты спасешься. Но давайте еще интересный стих откроем. Ефесянам 2 глава с 8 по 10. Это очень интересно, это ключевой стих нашего понимания сегодняшнего вообще в христианстве. Что значит вера? Что значит спасение? «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». В этом месте Писания я так понимаю, что то, что я спасен сегодня, это не моя заслуга, это дар. Это просто Божий дар, что Господь обратил на себя мое внимание, и я в Него поверил. И добрые дела – это не причина, а следствие. Добрые дела надо делать, потому что мы спасены. Но мы не заслуживаем это спасение. Ты как бы ни старался, и так же, как бы ты ни старался привести своих родственников к Богу, ты не сможешь. Но надо это делать. То есть это задание нашей церкви, задание вообще всей Церкви Божьей. Но не в нашей власти что-то менять. Меняет только Бог. Я уже как-то рассказывал, я свидетельствовал одному человеку, а покаялся совсем другой человек. Не на которого я направлял то, что я хотел сказать. И вот мы подходим к этому, я считаю, тоже одному из главных мест, что нам нужно покаяться. Может быть, кто-то, как я, пришел к Богу, даже, я не знаю, что первично, либо вера, либо покаяние, а может быть, это все вместе. Но есть такое слово «покаяться». И вот мы читаем в Деянии 2 глава, 38 стих. «Петр же сказал им: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа».
И мы знаем, что после первой проповеди Петра покаялось там где-то 3000 человек, да? Где-то 3 или 5, потом 5, там. Да это не важно. Сколько там тысяч вообще было человек? 20, может быть. Но не все покаялись же, да? Не все же приняли дар. Он это сказал, вы получите дар. Но, но опять же есть условия. Как ты покаешься? У тебя будет поверхностное покаяние. Вот в нашей церкви мы уже давно не видели настоящего покаяния. Кто-то видел, помнит? Вы помните, как кто долго верит, какие были в церквях покаяния? Люди с соплями, со слезами на коленях приползали к сцене, просили у Бога прощения. Может быть, кто-то вспомнит, забыл, как зовут, Суси. Суси, помните? Татьяна Суси. Она, когда уже болела раком, когда умирала, она вышла перед церковью, помните, со слезами просила у Бога прощения. Вот это чувствовалось. Человек раскаивался, как бы готовил себя к вечной жизни. Это было по-настоящему. Вот это было покаяние. Больше я не помню. Нету такого, как было раньше. Люди ползли к церкви отдать свою жизнь Иисусу Христу. Ничего не понимая, никаких теологических учений. И вот так же я, маленькое свидетельство, вообще шел по своим делам и знал, что это служитель Божий, он меня позвал, это значит, с балкона заходи ко мне, потому что он крикнул еще, эй, верующие, потому что у меня крестик был, я в православии тоже крестился, да, у меня был крестик, и я показывал, я верующий. Вот. И вот я к нему зашел. Я также читал разные брошюры. Может быть, кто-то помнит Аум Синрикё, вот это, да? Сёка Асахара, он говорит, я дух истины. Он там пишет, я 8 лет где-то в горах там созерцал, и все это понял, что я дух истины из Библии. И я даже поверил в это. И когда вот мы беседовали с этим пастором за чашечкой кофе, и я говорил, что, а может быть вот этот, истинный. И как он меня потом рассказал как-то вот так четко, ясно по Библии, говорит вот это, это. И знаете, я только запомнил, что Библия стала для меня авторитетом. Там что-то мощное, там что-то классное вот в этой Библии есть, какая-то сила. И у меня сразу же пришло осознание такое, что я заблудший, что я неправильно вообще живу, неправильно понимаю. И мне хотелось как-то, я не знал, что делать. Он говорит, а ты попроси у Бога прощения. Пришли некоторые верующие, все стали на колени, я помню. Я тоже встал на колени, я ничего не понял. Я просто сказал, Господи, прости меня, грешного. Все. Я встал другим человеком. Я встал, у меня какая-то радость, мир, освобождение. На следующий день я пошел уже по обыкновению своему, на день рождения к своему брату, там водочка стоит уже, знаете, там все припасено. Я стою на это и смотрю новыми глазами. Думаю, что я здесь делаю вообще? Что я здесь делаю? Там верующие собираются, я знаю, в том месте. Мне же никто не говорил, что пить нельзя. Мне никто не сказал об этом. Я Библию не читал. Но просто я просил у Бога прощения. Все. И я думаю, что это просто был Дух Святой. Я просто вылетел оттуда и побежал к этим верующим. Мне просто хотелось слов Божьих, мне просто хотелось услышать о Боге. Я потом через некоторое время их упрекал. А что вы о машинах говорите? Давайте о Боге. Я так жаждал, хотел о Боге. А они уже, видимо, насытились, много говорили. Но это уже другая история. Не уклоняемся, да? Дальше, помните, сам Иисус говорил в Иоанна 3:3. Иисус сказал Никодиму, помните, фарисею, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Конечно же, Никодим там
говорил, а как можно родиться свыше? Как я могу родиться свыше? Вообще мы можем родиться свыше сами? Нет ведь? Мы же не можем сами родиться. Тем более мужчина, он не может ничего родить. Так ведь? И он поясняет, рожденное от Духа есть Дух. То есть, опять же, мы в тупике. Даже если ты начнешь с этого стиха, ты поймешь, что ты ничего не можешь. Тебе нужен сам Бог. Это чудо нужно, чтобы произошло. Но оно происходит обычно, когда ты каешься. Далее, одна из важных сторон, и об этом говорят многие-многие христиане, что надо принять Духа Святого, надо исполняться Духом Святым, нужно быть водимыми Духом Святым. И я вот выбрал только один стих, потому что о Духе Святом можно говорить бесконечно. Римлянам 8:14. «Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии». Опять же, нам просто сказано, ты должен быть водимым Духом. А как ты можешь это понять? А как ты можешь? Это уже другой вопрос, но вы должны знать об этом. Некоторые даже, а мы и не слышали, что есть Дух Святой. И когда просто молились за них, им даже не объясняли ни теологии, ничего, на них Дух Святой сошел, и они стали даже на иных языках рассказывать. Им тоже, наверное, ничего не говорили, как надо разговаривать на иных языках. А просто помолились за них, и они стали разговаривать на иных языках. Их переполняло. Вот Дух Святой как действует. Давайте еще одну важную сторону, чтобы спастись. Что нужно делать? Читать Библию, но не просто, с любовью, с открытым сердцем. 1 Петра 2:2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во что? Во спасение». И сейчас очень важная деталь. Опять же, упомяну и скажу, что это так. Почему православные церкви, почему, она же давнишняя, да, почему они упираются на святых отцов? Да потому что, посмотрите, если вы считаете себя протестантом, посмотрите, сколько деноминаций в протестантизме. Тот же Мартин Лютер, которого мы чтим, которого мы сильно превозносим, он пил пиво, он говорил смерть всем там грешникам. У них была 30-летняя война, и он даже поощрял, все нормально. Вы посмотрите повнимательней, какие церкви в протестантизме революционные. И это нормально, считаете? И это нормально, так, реакция, я считаю, нормальная. Посмотрите, что святые отцы. Я почитал святых отцов, ничего плохого нет. Очень хорошо пишут. И я подумал, а это нормальная реакция на все ереси, на все секты. Я тоже не согласен со многим, что сегодня происходит в протестантизме. Кто-то говорит, ада нет вообще. Ну давайте, грешить. Все равно же ада нет. Кто-то говорит, ад временен. И вот понимаете, пока Даниил Васильевич слушается Духа Святого, я здесь тоже, я так думаю. Потому что если Даниил Васильевич будет уклоняться направо, налево, и в какую-то ересь можно впасть, то я думаю, что и полцеркви разбежится. Поэтому молимся за нашего пастора. И я считаю, что у нас церковь очень уникальная от самого начала. Господь да благословит. Я верю, что здесь избранные люди Божии, действительно те, которые по-настоящему ищут Господа. И вот очень интересный момент в Ефесянам 6:17. Кажется, Павел просто, кажется, пишет, «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Оказывается, нам нужно повоевать немного.
Шлем предохраняет разум в духовной войне. Шлем дает уверенность в спасении. Надевание шлема подразумевает бдительность в отношении ложных учений и лжи, из-за которых можно потерять спасение. Когда апостол Павел прощался со всеми церквями, он знал, что его время уже уходит. Он говорит: после меня придут лютые волки, и они даже из вас восстанут. Представьте, те люди, которым было сказано: и получите дар Святого Духа, они восстали, как лютые волки. Кто-то из них восстал, кто-то из нас может восстать. Вот важно не уклониться нам, быть, как сказать, бодрствовать, молиться, искать Бога по-настоящему. И еще один важный, уже подхожу почти к концу, молиться из глубины сердца и не только за себя. Выбрал простой стих, Римлянам 10 глава, 10 глава, 1 стих. Апостол Павел пишет: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Но кто такие были израильтяне в то время? Было 7 групп. Сегодня можно назвать 7 ересей, 7 сект. Фарисеи, саддукеи, кто там еще были? Зелоты там еще, та-та-та-та-та. Это даже не важно. Они тоже между собой боролись. И вот он за всех их молился. Он сам был из фарисеев, да? И если посмотреть, что некоторые из фарисеев все-таки приняли Иисуса Мессией, но сказали: закон надо исполнять. Иисус исполнял закон? Исполнял. Мы его приняли. И нам надо исполнять закон. Вот это была назарейская ересь. Иисус был Назарей, и мы Назареи. И мы также будем, как Иисус, исполнять закон. И вот он боролся со своими, с этими взглядами уже тогда, что некоторые люди по-разному верят. Вы знаете, что в еврейском, вот у нас Дух, Святой Дух, это как мужик, мужской, да? А в еврейском руах, женского рода. А в греческом среднего рода вообще. Поэтому некоторые читают: я с греческого. Нет, Дух Святой – это просто сила. Правильно? И вот у меня такое понимание. Я думаю, что это сила. А евреи читают: это женское имя. Он не может быть Богом. Как это любовь, допустим, может быть Богом? Нет. Это просто его качество. И так далее, и тому подобное. То есть каждый из нас мыслен, как мысли – это вот такие глубокие воды, да. Но смотрите, Иисус говорил простые вещи. Иисус говорил простые вещи. Давайте прочитаем Марка, 8 глава, с 34 стиха, 34-35 стихи. «И подозвал народ с учениками», то есть не просто ученикам это сказал, весь народ, который там рядом был, всем сказал это. «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». На этом стихе можно было бы и остановиться, и много говорить о нем. Но для меня сейчас здесь важнее всего это крест. Вот на кресте все решается. Крест – это либо начало, либо конец. Вот верующему человеку, который смотрит на крест Иисуса Христа, на Его распятие, ему ничего не надо объяснять, можно сказать. Не надо спорить. Он всех любит. Как апостол Павел, он молится во спасение за всех этих сект. Сам был оттуда.
И он говорит, я не желаю хвалиться. Галатам 6:14. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Это ответ на все наши вопросы. Если если у тебя проблема, читай Галатам 6:14. Для меня мир распят. Тогда у тебя не будет проблем с этим миром. Он распят уже, его нет. А я для мира распят. Двойное распятие. Меня для мира нет, и мира для меня нет. Какие проблемы? Только Иисус. Иисус не распят. Он воскрес уже. То есть Он был распят. А сейчас-то Он воскрес. А мир, он должен быть распят. А он пока живет еще у нас. Вот у нас проблема. И в заключение я бы хотел немножко просто вспомнить. Вот недавно мы с Ретине встречали эту встречу, что муж праведный Симеон взял на руки младенца Иисуса. Еврей, да? Еврей взял на руки. Еврея. Они очень такие ведь все евреи набожные, да? Но они... И для них еврей – это вот свой. Но смотрите, что он говорит в Луке 2 глава, 30 стих. «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов. Свет к просвещению язычников». Не о своем народе даже печется. Это будет свет для язычников. «И славу народа Твоего Израиля». Какое дело бы нам было до Израиля вообще, если бы не Иисус Христос? А сейчас мы, как бы мы его любили, не любили, мы все равно говорим, Господи, пошли мир на Израиль. Мы вольно-невольно молимся за Израиль, потому что сам Господь был из того народа. И также плакал об Иерусалиме, также переживал за них, пришел к ним. Он даже язычников-то от себя, я, говорит, должен исполнить то, что я к чему призван. Я для своих призван. Но нет, как бы не бросал нас. Слова Иисуса звучат до сих пор. Иоанна 10 глава, 9 стих. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Некоторые люди говорят, я не могу найти выход. Иисус сказал, я выход, я – это дверь. Но и на вход работает, и на выход работает. Ты можешь отречься, можешь обратно принять его. Но ты войди и спасешься. То есть Иисус нам все дал, все есть. Он все сказал, ничего здесь такого не надо придумывать, выдумывать. Я есть дверь. Для меня, по моей жизни, я нашел себе место из Писания, да, вы можете его найти сами, но оно как бы живет во мне. Я всегда думал, а вдруг я заблужусь, а вдруг я не туда пойду, а вдруг я в неправильном месте нахожусь. И для меня было утешением, что с искренним я поступаю искренне, с лукавыми по лукавству. И неопытный не пойдет и не заблудится. То есть мы должны просто быть искренне с Богом, из глубины сердца взывать к Нему. Еще очень важное наставление Он нам преподал в конце жизни. Марка, 16 глава, 15-16 стих. Он сказал им, идите по всему миру, возвещайте радостную весть всем людям. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а тот, кто не поверит, будет осужден. Простые слова, так ведь? Ничего такого. Радостная весть в чем? Радостная весть.
Вот смотрите, когда Иисус Христос еще не был распят, не воскрес, то есть мы-то сейчас знаем, о чем говорить, а Он-то пришел с какой вестью? Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. То есть Он не говорит, что веруйте в Иисуса Христа. Это мы сейчас так говорим. Наше главное вот это понимание, что мы должны покаяться. Смотрите, многие цепляются за слово, что если не будет крещен, да. Но есть такое исключение, всегда у Бога есть исключение, всегда из правил. В Луке, 23 глава, 42-43 стихи. «И сказал Иисусу, разбойник на кресте, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». И вот люди, которые, теологи там думают, он же не крещен? Нет, говорят, крещен. А как он крещен? А когда пронзили его копьем, кровь и вода брызнули на разбойника, и он его крестил. Мне так смешно, но когда у него брызнули, разбойник-то был мертвый уже, то есть им сначала перебили голени, то есть можно ли мертвого крестить? Но люди там блуждают. Я считаю, вы все поняли, он даже ведь как бы не покаялся, но как бы у него сердце... А думаете, он знал, что там Бог? Он просто говорил, хороший человек. Как он это понял, я не знаю. Но он сказал, ему во что еще верить? Я умираю. Господи, помяни меня в Царстве Твоем. Если оно есть, конечно, я не знаю, но помоги моему неверию. Но я верю, я уже цепляюсь за последнюю соломинку. Во что еще верить? Кому верить-то? Давайте очень закругляться. Последние такие вещи важные. Титу, 3 глава, с 3 стиха. Простые слова. Апостол Павел пишет. «Ибо и мы были некогда несмысленны». Что значит? Глупые, да? Были глупые. Да и есть, остаемся, да? Разве столько мудрости в нас? Нет ведь. До сих пор совершаем глупости. Непокорные, да? Часто не буду я и все, не буду делать. Там еще что-то. Бываем такие. Заблудшие. Были? Были. Были рабы похотей, различных удовольствий. Жили в злобе и зависти. Кто не завидовал, а? Кто такой у нас здесь святой? Все, наверное, завидуют. А почему такие Ивановы там лучше живут, чем мы? Надо что-то такое же иметь. Были гнусные, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Вы ходили в баню? Все были в бане? Кто не был в бане? Помашите ручкой. Все были в бане, представляете? Вот есть русская баня и по белому, и по черному, да? Кто-то в черной бане любит мыться, кто-то еще, сейчас, наверное, черных мало, да? Вот Данил у нас рассказывал, черную баню сделал, не позвал еще. Есть финская сауна, говорят, самая горячая, это финские сауны там, да? Потом, какие еще вы знаете? Хамам турецкий, да? Раньше и не знали, а сейчас и знаем вроде бы. Но там не жарко, да? Там влажно. Есть еще какие-то японские, они вот в Сибири там это кедровые бочки, в кедровых бочках люди сейчас вот любят там. И многие народы даже говорят, что там не только телесное очищение, но и духовное очищение. И вот в баню, знаете, прочитал тоже, набрал это слово баня, а оказывается есть
чемпионат мира по банному спорту такой. Они до сих пор в разных странах. В Финляндии проводились с 99 по 2010 год. И там в финал вышли русский и финн. И они сидели там до того, что их вытащили оттуда. То есть никто не хотел сдаваться. И русский умер от ожогов, а финна откачали. А победил тот финн, который вышел все-таки до этого. На третьем месте. Он победил. Но после этого чемпионат мира закрыли этот. Нужно ли нам так париться? Понимаете? Вопрос. Не надо парить мозги друг другу. Не надо париться так сильно, до смерти. Запаришь и себя, и другого, и всех. Простые слова. Просто поверь в Иисуса Христа. Покайся, да, служи Ему. Вот. И как апостол Павел, вот это последний стих на сегодня. 1 Коринфянам 9 глава, 22 стих. «Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Даже великий апостол Павел не мог всех спасти. Хотя бы некоторых. Но сколько нужно было смирения, хотя бы некоторых спасти, чтобы стать вот для всех всем. Это невероятно. Один такой, другой сякой, и надо под всех как бы подстроиться. Мы же думаем, да как я вот какой есть, такой есть, я не буду ни под кого подстраиваться. Даже апостол Павел говорит, я подстраивался, и ничего. Но не был рабом людей, то есть не шел на поводу, да, у них. И вот мои выводы тоже, да. Сегодня главное служение по спасению душ все-таки несет Святой Дух. Но есть и наша часть служения. Слава Богу за это. Смотрите, Он ведет к покаянию, но каемся мы. Он обращает наш взор на Иисуса Христа, но мы верим в Отца. Мы читаем Библию, но Он открывает и наставляет. Мы молимся, Он слушает и отвечает. Мы несем свой крест и страдаем, а Он утешает. Вот давайте помолимся, чтобы Господь яснее указывал нам путь и наше понимание, как нам нужно спасаться, как спасать людей, не париться сильно, да? Давайте помолимся. Господь наш Иисус, во имя Отца и Сына и Духа Святого, мы просим Тебя, помоги нам, Господь, чтобы ясней видеть этот путь. Мы поверили в Тебя однажды и приходим к Тебе. Прости нас, прости каждый наш грех, всякий наш грех. Помоги нам действительно, чтобы было истинное покаяние, чтобы Ты, Дух Святой, мог жить в нас во всей полноте, чтобы мы исполнялись Духом Святым и были водимыми Духом Святым, чтобы мы были прилежнее добрым делам, как писал апостол Павел, чтобы мы научились любить людей, чтобы могли быть для всех всеми, и чтобы мы могли спасать людей вместе с Тобой. Господи, чтобы нам самим не заблудиться каким-то ветром учения, какой-то ложью. Благослови каждого из нас, слушающих, видящих нас. Благослови наши семьи, наших родных и близких. Благослови Израиль, благослови нашу страну, нашего президента. Благословляем друг друга, благослови нашего пастора. Благослови, чтобы мы любили друг друга, как Ты возлюбил нас. Господи, что еще мы забыли? Напомни нам, Дух Святой. Веди нас по этому чудесному пути, в это чудное Царство Твое. Да будем все вместе там, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Господь да благословит вас.